что, дорогие друзья, я рад сегодня нашей встрече с молодыми людьми, с людьми, которые недавно вот создали семьи. Сейчас вот как раз, почему немножко задержался, потому что была встреча в Галашках, мы открыли там мост, который соединяет населенные пункты Сунжинского района, село Галашки, Датых, 78 метров, это огромный мост, и я думаю, что мы наряду с проблемами, которые решаются сегодня в республике в плане создания рабочих мест, устройства инфраструктуры, благоустройства, конечно, очень важно то, что встреча наша с вами именно проходит в преддверии 2004 года, и мне хочется вас поздравить всех с этим наступающим праздником, пожелать вам, прежде всего, удачи, здоровья, ну и то, что, как говорится, большого такого хорошего семейного пути. Основной задачей исполнительной власти является, конечно, повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только денежными доходами, стоимостью жилья, но и жилищными условиями, состоянием здравоохранения, уровнем образования, экологии и другими аспектами, порой, на которые мы не всегда же обращаем внимание. Поэтому я считаю, задачей первостепенной важности – это решение социальных проблем, которых, к сожалению, у нас с вами накопилось очень много. Они и были, еще плюс сейчас накопились. Прежде всего, это реализация моей предвыборной программы, в которой социальную защищенность граждан я определил как приоритетное направление своей деятельности. Это повседневная, каждодневная деятельность. Самым главным, я считаю, что помощь оказывалась прежде всего тем, кто наиболее в ней нуждается. Это детям, старикам, больным. И помощь она должна быть, мы ее должны стараться оказывать своевременно, качественно, и чтобы она была востребована именно тогда, когда больше всего она нужна. Только за текущий год из президентского фонда была оказана помощь более чем 200 семьям и частным лицам. Всем участникам Великой Отечественной войны, я подчеркиваю, всем выделены автомобили. Конечно же, при реализации социальных программ мы уделяем особое внимание и молодым людям, потому что молодежь до 30 лет у нас составляет 30% всего населения республики. Поэтому меня, как президента республики, не может не беспокоить тот факт, к сожалению, то, что многие семьи, то, что многие молодые не могут, не заводят семьи из-за, скажем, такого низкого жизненного уровня, отсутствие жилья – это тоже важная причина, очень значимая. Не единичный случай, когда молодые семьи распадаются из-за того, что не сумев преодолеть бытовые трудности. Очень важно также, чтобы мы с вами понимали, что та семья, та ячейка, которая создается, это и государственная задача стоит у каждой семьи. Вот сегодня я могу привести пример, то, что те, кто имеет право, и у нас прекрасно прошли выборы, великолепно прошли выборы, без шума, без столкновений, без убийств, без противопоставления одних фамилий других. Вот, очень, это впервые за долгие годы. Без срыва выборов. У нас бывало так, что мы срывали выборы и на всю Россию, буквально как ингушскую забаву выдавали эти выборы. То есть очень хорошо прошли выборы. И я хочу, пользуясь тем, что именно сегодня молодые здесь, и передать, чтобы передали всем вашим близким, родным слова и искренней благодарности за такое образцовое проведение выборов, за консолидацию, которая прошла сегодня в народе, и за ту поддержку, которую сегодня вы осуществили Единой России. Я не скрою, я голосовал, я не знаю, у кого какие пристрастия, кто там, в какой был, куда ориентирован.
Я голосовал за партию «Единую Россию». И сегодня это президентская партия, партия президента Российской Федерации. Значит, и вы, как молодые, особенно очень важно, чтобы вас никто не дезориентировал ни за деньги, да, бытовые условия сложные, ни за какие-то условия. Потому что очень важно, чтобы мы понимали то, что происходит в республике, то, что происходит в стране, то, что делается в целом в регионе, и всегда принимали правильное решение. Не решение, которое связано с сиюминутными какими-то частными амбициями отдельных деятелей, и бывших, и настоящих, и будущих, а соизмеряли с теми задачами, которые стоят сегодня перед ингушским народом. Вот. Поэтому я еще раз благодарю. Республика наша хорошо проголосовала, 57,2%, 57,2% это за «Единую Россию». Вот я хочу вам сказать слова огромной благодарности за выборную ситуацию. У нас выборы с вами намечаются. В марте будут выборы президента Российской Федерации. Тоже могут появиться деятели, которые вам скажут, давайте проголосуем там за какого-нибудь кандидата, который там не за Путина. Я лично буду голосовать за Путина, за Владимира Владимировича, выдвинулся он. Значит, и вас тоже призываю, объясните всем, кто бы ни говорил вам, пусть это будет ингуш, самый уважаемый, пусть это будет там менее уважаемый, там заезжий или те, кто здесь были раньше. Голосовать надо за президента Путина. Только он гарант Конституции, только он сумеет привести порядок, и только он сегодня к нам относится нормально. И только при нем мы можем с вами использовать федеральный ресурс как следует. И у нас очень добрые отношения с президентом Российской Федерации. За долгое время единственная ситуация, значит, когда президент республики, руководство республики, великолепные отношения с руководством страны, и это из долгой нашей истории, когда нет противостояния федерального центра, когда нет противостояния Южного федерального округа, когда нет противостояния руководства республики. Вот максимально, что мы должны помнить, что нам оттуда помогают. С центра, а то мы, получается так у нас, когда мы хотим, значит, в составе России, вот мы, дескать, здесь принимаем такое решение, вот здесь появилась Южно-Российская партия была, Евразийская партия, партия мира, значит, за нее никто в стране не проголосовал, 0,003%. А в Ингушетии, вот их подставляли ингушей, чтобы они проголосовали за эту партию. Не давайте себя обманывать, хоть вы и молодые, никому, не давайте себя обманывать. Значит, если народ избрал себя, вот кто-то смеется, видимо, голосовали за кого-то там. Значит, голосовать надо за ту партию и за того президента, который вам принесет пользу, который сегодня, значит, сделает для республики нам доброе дело. А таково сегодня президент России, Путин. Другого я не вижу. И кто бы вас там не агитировал, на это не обращайте внимания. Ну, поскольку тему немножко коснулась политика, политика это судьба миллионов, а тем более наша судьба. У нас и 100 тысяч избирателей, да нет, у нас 480 тысяч. Поэтому это тоже напрямую нас касается с вами, поэтому я на этом акцентирую внимание. Значит, здесь появились деятели, там, которые вот нам надо собраться, там, вот, сказать, что там выборы неплохо прошли, там не так, что-то просекаться. Тиша Бог бы был нахпушан. Зулум хой бушан нужна. Хаман мастари бушан, кто он говорит, что надо собраться, там, вот там что-то. Все это ерунда, поезд ушел. У нас есть жилье для молодежи, такая программа. Вот комитет наш, Министерство по делам молодежи, значит, и спорту работает. Вот в наступающем году будет работать активизированно. Значит, вопросы оказания помощи. Но это не значит, что нам вот с Москвы должны принести, отдать. Вы тоже должны смотреть, как вам надо поучаствовать в этой ситуации. Нам, значит, вот в Галашках я сейчас был, это ущелье, где не было внимания никогда. Сегодня вот там в этом году, вот в следующем, будет там 2 завода. Уже все, деньги выделены, целевая программа есть, уже подрядчики определены. Дороги там уже построили, мост там сейчас хороший построили. В республике построили 17 мостов, около 200 километров дороги асфальтные построили. Причем построили там, в горах даже. Это не я должен был говорить, но мне приходится говорить, почему? Потому что у нас кое-кто не хочет замечать то, что делается хорошее. Они хотят видеть то, что они хотят видеть, и то, что они видят. Поэтому еще раз я говорю, вот вы люди молодые, вы поступаете в жизнь,
Не давайте себя обманывать, кто бы, какие бы там речи не велся. Исходите из того, что есть. И сегодня вот это, для реализации этой задачи разработана и принята программа. Я уже говорил о ней, жилье для молодежи в рамках федеральной целевой программы. Будут дополнительно проведены консультации. Вот у меня на днях будет встреча и с президентом Российской Федерации, и с председателем правительства Касьяном. 2 встречи подряд. Совсем недавно я встречался с президентом, эти проблемы обозначены. Сегодня нас слушают, сегодня нам помогают. И вот это вот уважение, оно должно быть взаимным. 46 семей сегодня получат существенную денежную поддержку для решения жилищных проблем. И я вам могу сказать, как президент, как человек, который сегодня отвечаю за буквально каждого, и когда меня спрашивают, ну, сколько у вас человек в семье, я говорю, что у меня семья 480 тысяч человек. Это все мои родственники, все мои близкие, все мои родные, каждый из вас. У меня такой подход. И где-то, конечно, не всем всегда все поможешь, не все сразу сделаешь, тем более 1,5 года всего прошло, но вот желание сделать, помочь всем, конечно, оно есть и будет. И будем продолжать эту работу. И такую финансовую поддержку в следующем году она будет значительно больше. Я хочу вам пожелать счастья, благополучия, мира, согласия. Я вам желаю в наступающем году благополучия, добра, всего доброго. Вот примерно то, что я хотел сказать, немножко, может быть, политизированно получилось, но вот тем, кого сегодня нет, им тоже от меня самые добрые слова. Передайте самые добрые слова своим близким, родным, родственникам. Значит, передайте, что мы о них тоже думаем, что вот я для себя ничего не успел сделать, и вот с чем пришел, с тем уйду. Но я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Вот моя главная задача.